Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Тема беседы – ситуация на рынке труда Чувашии. Вопреки опасениям, власти региона отмечают, что ситуация стабильная. Показатели безработицы на допандемийном уровне. По данным Министерства труда Чувашии, на конец марта режим неполной занятости введен в 3 организациях республики для 123 работников. В 6 организациях 248 человек находятся в простое. Стоит ли опасаться того, что количество безработных в регионе увеличится, и готовы ли к этому правительство Чувашии? На эти другие вопросы ответит министр труда и социальной защиты Чувашской республики Алена Елизарова. Алена Геннадьевна, здравствуйте. Добрый день. Какие вакансии сейчас на рынке труда Чувашии вообще есть? Ну, начнем, наверное, с того, что ежедневно ситуация на рынке труда мониторится Минтрудом Чувашии. И на сегодняшний день в органах службы занятости зарегистрировано 4700 безработных граждан. Эта численность даже меньше, чем была зарегистрирована на 1 января текущего года. Насчитывалось 5000 безработных, на сегодня даже меньше. Если говорить о вакансиях, то здесь также не наблюдается напряженности. На сегодняшний день почти в 3 раза больше, чем у нас зарегистрировано безработных вакансий, имеется от работодателей нашей республики. 14 573 вакансии от более чем 5000 работодателей. То есть спрос на рынке труда есть, и он даже больше, чем есть предложение, скажем так. Но если говорить о рисках, то действительно, вот вы уже назвали численность тех, кто на сегодняшний день на неполной занятости. Также, наверное, отмечу, что численность работников, предполагаемых к увольнению, также невелика. Это 161 человек и 24 работника, которые находятся в отпусках без сохранения заработной платы. Действительно, есть определенные риски, и мы их понимаем. И, соответственно, чтобы их нивелировать и предотвратить возможные сложности, связанные с сохранением кадрового потенциала наших работодателей, правительством России, правительством республики приняты ряд решений, которые нацелены как раз на предотвращение роста безработицы. В первую очередь они нацелены на поддержку работодателей, которые будут предпринимать, пользуясь мерами поддержки, все усилия для того, чтобы сохранить свой штатный состав, скажем так, работников. Первое, на чем хотела бы остановиться, это для тех сотрудников, кто попадает под риск увольнения ввиду определенных причин, связанных с логистикой, с поставками, с изменением каких-то производственных процессов. Это организация временных рабочих мест работодателем. Для такой категории сотрудников могут быть организованы такие рабочие места временные до 3 месяцев. И за каждого трудоустроенного в таком случае работодатель получает возмещение от государства в размере порядка 18 000 рублей. То есть это минимальный размер оплаты труда со всеми последующими начислениями. Вторая форма поддержки для работодателей – возмещение их расходов также на оплату труда, но уже рабочих мест, которые у нас называются общественные рабочие места. На эти рабочие места могут трудоустраиваться как те, кто находится под риском увольнения, так и те, кто находится в поиске новой работы. Причем здесь надо отметить, что на период трудоустройства на общественные работы за человеком сохраняется получение права на заработную плату и пособие по безработице. А работодателю государство поможет путем возмещения в размере минимального размера оплаты труда для оплаты труда сотрудника, а также на возмещение затрат на материально-техническое обеспечение вновь созданного рабочего места до 10 000 рублей. То есть такая тоже существенная достаточно поддержка. И третья форма, она нацелена на помощь, на поддержку промышленных предприятий. Таковых у нас потенциально в республике возможных к участию в программе господдержки порядка 200 предприятий. Здесь в случае возникновения рисков увольнения сотрудников ввиду того, что требуется поменять какие-то производственные процессы, внедрить какие-то новшества,
Работодателю дается возможность обучить сотрудника как раз этим нововведениям в том числе. И в последующем также государством будет возмещаться стоимость этих расходов. И здесь поддержка тоже достаточно существенная. До 60 тысяч рублей на одного работника может быть потрачено на повышение его квалификации либо переобучение. Вот такие формы поддержки. Ну и, скажем, также на профилактику напряженности, профилактику безработицы направлено и расширение услуг центров занятости, служб занятости республики. Все услуги, которые были ранее доступны зарегистрированным безработным, будут доступны и гражданам, которые не желают регистрироваться безработными, то есть, находясь сейчас на рабочем месте, желают себе найти что-то другое, более интересное, может быть, более подходящее. То есть вот таким образом будут, скажем, профилактироваться, упреждаться риски увольнения, чтобы максимально сохранить сотрудников на рабочих местах. Уход иностранных компаний привел к тому, что жители республики остались без работы. Какие рабочие места вот для них предусмотрены? Ну, действительно, на сегодняшний день ряд работодателей заявили о приостановке, но их численность невелика. Если говорить о зарубежных компаниях, то их также не так много на территории республики. И на сегодняшний день в банке вакансий достаточно предложений. Порядка 70% от названного количества – это рабочие профессии, порядка 30% – это профессии служащих, профессии, скажем, связанные с администрированием тех или иных процессов. Здесь достаточно большое количество предложений, и проблем с трудоустройством я также здесь не вижу. И кроме того, надо отметить, что вот перечисленные меры поддержки, они также способствуют тому, чтобы работодатели в первую очередь были заинтересованы в сохранении своих сотрудников. Все названные формы поддержки в общей своей массе помогут сохранить рабочие места порядка 5000 граждан. В республику продолжают прибывать жители из Донбасса. Какая ситуация с ними? Трудоустроен ли кто-то или, возможно, предстоит трудоустроиться? Действительно, на сегодняшний день в республике прибыли 115 жителей Донбасса и Луганска. 27 человек разместились в пункте временного пребывания, остальные разместились у родственников. Все службы республики так или иначе вовлечены в оказание помощи и поддержки. Большую помощь оказывает также и волонтерский корпус. И вместе с тем, безусловно, мы предлагаем и рабочие места с тем, чтобы заняться, скажем, трудовой деятельностью и получать уже здесь доходы, заработную плату. Наши работодатели республики активно отозвались. Более 18 работодателей готовы принять порядка 450 жители Донецка и Луганска. Есть даже такие, которые готовы предоставить и место жительства. Поэтому здесь достаточно большие резервы. Но надо отметить, что из числа прибывших жителей большую часть составляют пожилые люди и дети. То есть в совокупности это, скажем, граждане, которые не трудоспособны. И поэтому численность тех, кто способен сейчас, скажем так, работать, их численность невелика. Поэтому отмечу, что трудоустроено на сегодняшний день 2 человека. Об одном из них вы также рассказывали в своем сюжете. И на сегодняшний день все, кто изъявляют желание работать, для них все возможности организованы. И я думаю, что в перспективе все могут быть, скажем так, обеспечены рабочими местами. А что касается остальных, пособия какие-то, они могут рассчитывать на пособия от Минтруда ваши непосредственно? Вот говоря о пособиях, при обращении граждан в службы занятости, при наличии гражданства,
Многие из прибывающих, надо сказать, оформляют сейчас российское гражданство. Все те права, которые предоставляются гражданам России, также доступны прибывающим гражданам из ДНР и ЛНР. Ну и, соответственно, они также могут получать информацию о имеющих вакансиях. Специалисты службы занятости индивидуально прорабатывают вопросы трудоустройства. Ну и помимо этого для всех прибывших граждан организовано оформление на получение единовременной материальной поддержки в размере 10 тысяч рублей. На сегодняшний день 75 заявлений принято, 26 из них уже обработаны и получили выплаты, остальные сейчас находятся в обработке, то есть в ближайшее время также эти формы материальной поддержки они получат. Алена Геннадьевна, возможно ли переобучение жителей, которые приехали к нам из Донбасса? Готовы ли они к этому, и мы готовы ли? В случае, если есть гражданство Российской Федерации, либо прибывшие получают статус беженца, либо получают как временное убежище, то они имеют возможность бесплатно пройти обучение в рамках программ содействия занятости, которые реализуются нашими службами занятости населения. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, Алена Геннадьевна, что пришли в нашу студию. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо.